Салям алейкум, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эльдар Шарипов. Знакомство с любой страной мира не будет считаться полным, если не отведать блюдо национальной кухни. Такое путешествие будет для вас полезным. А приготовлю я сегодня чалагач из бараньих ребрышек, салат в медовом соусе и чай из лепестков роз. А приготовлю я первым блюдом чалагач из бараньих ребрышек. Понадобятся нам такие ингредиенты, как бараньи ребрышки, репчатый лук, гранат, специи и зелень. Берем наши бараньи ребрышки, подготовим их на порционные кусочки путем разделения ребра вдоль волокон. Будем брать по одному, по два ребрышка, чтобы блюдо наше имело эстетику. Вот так вот красиво мы нарежем. Предварительно ребро разделили наполовину, потому что длинные ребра не очень, я бы сказал, эстетично выглядят в самом блюде. Их не так удобно есть, как ребра, которые мы вот сейчас разделываем. Есть у ребра почечная часть, ее можно чуть шире порезать, она еще немножко ужарится. Вот так вот мы дорезали наши ребрышки. Чем интересно это блюдо, даже те, кто не любит баранину, один раз попробовав одно ребрышко, обязательно тянутся за дополнительной порцией, потому что это очень вкусно, ароматно. Вот этот ярко выраженный вкус баранины, он в принципе не чувствуется, потому что в дальнейшем ребрышки мы будем панировать в специях, они будут ароматные, вкусные и хрустящие. Дальше мы берем миску, погружаем сюда наши ребрышки, получились у нас аккуратные кусочки, их будет удобно порционно брать и кушать. Сейчас мы в этой миске будем заправлять специями, подсолим нашу баранину. Дальше возьмем черный душистый перец. Этот продукт подчеркивает любое мясо. Также нам понадобится красный молотый перец. Здесь уже на любителя. Если не любите острое, то можно добавить его чуть-чуть. Перец молотый красный добавит пикантности. Дальше нам понадобится кмин. Мы возьмем в зерне его, чуть-чуть разомнем, раскрывает свои запахи. Добавим нашей баранине и буквально чуть-чуть растительного масла, потому что ребрышки все-таки имеют прослойку жира. Лишний жир, в принципе, нам не нужен, а масло для того, чтобы наши специи абсорбировались, обволокли полностью все мясо, чтобы мясо со всех сторон было доведено до вкуса. Хорошенько по одному их так вот промассажировать. Сюда можно добавить и сушеный базилик, сюда можно добавить прованские травы, это на любителя. Мы взяли классический набор специй. В принципе, я думаю, у нас получится все вкусно. Сейчас мы это дело отставим, накроем пленкой, чтобы это все постояло, промариновалось где-то минут 20-25. Займемся пока шинковкой лука. Лук мы порежем мелким-мелким кубиком, хорошенько затем перемешаем с нашей бараниной. Надо стараться нарезать его мелко, чтобы он пустил максимально свой сок. Этот сок пойдет в маринад на наши ребрышки. Он добавит вкуса. Любое тушеное мясо практически себе нельзя представить без лука. В нашем случае мы лук тоже добавим. Это придаст ребрышкам интересные нотки. Само слово чалагач имеет тюркское значение, что означает колоть, резать, забивать животное. Из-за этого пошло такое название. Кусочки мяса, запеченные в духовке или на костре, или на углях, стали называться чалагач. Чалагач – распространенное блюдо, используется практически во всех народах, и народах Средней Азии, народах Европы, но такую популярность именно при приготовлении баранины он обрел на территории азиатских стран. Лука нарежем 2 головки, так как на это количество нам понадобится именно столько его, чтобы лук тоже дал правильное количество сока. Хочу рассказать чуть вам о нарезке самого репчатого лука. Кому удобно, вот так мы оставляем хвостик, не дорезая, слегка прорезаем вдоль лука, придерживаем за краешек, для того, чтобы лучше зафиксировать его. И вот так вот аккуратненько нарезаем. Лук при этом остается
цельным, не распадается. Здесь мы можем вот так уже перевернуть его и дорезать. Нарезка получается правильной, быстрой и, самое главное, безопасной. Вообще есть такие стереотипы, что мясо, чем дольше лежит в маринаде, тем лучше. Я сторонник того, что мясо, во-первых, должно быть качественное, мясо должно быть свежее. И для того, чтобы мясо промариновать, естественно, может мало суток, потому что мясо должно пропитаться. Если люди думают, что оно насквозь пропитывается, это сомнение. Для этого берем свежее мясо, берем хорошие специи, желательно специи молоть самим, маринуем все это дело буквально полчаса до часу, и ваше мясо замечательно будет готовиться и будет иметь неповторимый яркий вкус. Дорезали наш лук, мы берем наше мясо, аккуратненько перемещаем лук к мясу. Кстати, сок лука является самым подходящим материалом взаимодействия с мясом. Опять-таки, хочу разрушить многие мифы, когда люди начинают использовать сумасшедшее количество маринадов, или я так назвал, разрыхлителей. Кто-то ложит киви, кто-то заливает майонезом, минералкой. Это все, мне кажется, приводит к такому извращенческому понятию приготовления мяса, потому что самое главное, что в мясе, это вкус самого мяса. Так что оставляйте естественные вкусы, и ваше мясо будет всегда вкусным и полезным. Еще чуть-чуть оставим нашу баранину, буквально на минут 5-10, чтобы лук пустил свой сок. А пока мы сделаем на украшение гранат, и за это время мясо подойдет, и мы будем закладывать его в духовку. Берем наш гранат. Хочу вам показать небольшой, как сегодня модно говорить, лайфхак, как правильно зачищать гранат. Для этого мы аккуратненько прорезаем его сверху, не по всей толщине, чтобы не повредить наши ягоды. Аккуратно поднимаем крышку, разделываем. И вот здесь видно, что на гранате есть вот такие прослойки. Мы вдоль этих прослоек прорезаем гранат со всех сторон. Можно гранат держать на весу, но я бы не советовал это делать, потому что может соскочить по всей длине. Мы его прорежем. И также не глубоко, чтобы не травмировать его. Дальше мы аккуратно его будем надламывать. Конечно, он будет чуть сыпаться, не без этого. Если видно, что где-то не дорезали, можно сразу дорезать. Делим на все части. Раскрываем его. Гранат очень полезен. Вообще в татарской национальной кухне он считается как символ. Красиво мы его раскрываем. Да, и вы понимаете, что его можно спокойно кушать. Все серединки практически отдаляются. Почистим его от перегородок. Он не просто используется в нашей национальной кухне, он еще используется в нашем национальном орнаменте. Гранат с крымско-татарского переводится как нар, продукт с истории. Оставим его здесь лежать, но за это время у нас замариновались наши ребрышки. Сейчас мы их выложим на противень и отправим в духовку. Для этого мы сразу включим духовку. Дальше берем наши ребрышки, для этого мы берем противень, аккуратненько смазываем его растительным маслом. Опять-таки немного масла, я еще раз повторяюсь, много не должно быть, потому что ребрышки сами по себе жирные. Мы просто сделаем так, чтобы они не прилипли изначально. Выкладываем их как вам удобно, можно хаотично. Не сильно плотно друг к другу, но главное не разбрасывать их по всей поверхности. Лук уже дал свой сок. Это говорит о том, что ребрышки будут у нас сочные, вкусные. Постараемся по центру все это дело выложить. Дальше оставшийся наш лук можно прям просыпать по краешку. Если лучок у нас потом подрумянится, ничего страшного. Но самое главное, чтобы мясо пропеклось, потому что лук здесь не главное, главное сами ребрышки. Духовка нагрелась.
закладываем наши ребрышки в духовку. Поставили на 50 минут на 180 градусов. Пока наши ребрышки запекаются, мы переступим к приготовлению второго блюда. Это будет салат с курицей в медовом соусе. А для приготовления следующего блюда нам понадобятся такие ингредиенты, как курица, болгарский перец, лук, чеснок, шампиньоны, мед и специи. Берем куриную грудку, немножко подмаринуем. Для этого мы изначально разделим ее на части. Так вот отделяем малое филе. Вот такими кусочками, пластами будем нарезать и погружать в нашу полусферу. Кусочки должны быть равномерные, чтобы куриное филе при дальнейшей нашей обжарке, а мы будем обжаривать ее на сковороде, равномерно прожаривалось. Потому что если подрезать криво, то какая-то часть будет пересушена, какая-то часть будет недожарена. Из-за этого постараться надо максимально такими вот правильными кусочками порезать. Мы порезали нашу курицу. Дальше мы возьмем чесночок, возьмем терочку и на мелкой терке будем натирать. Один из, можно назвать, классических вариаций мариновки курицы – это чесночно-медовый соус. Он очень хорошо подходит. Можно добавлять корень имбиря, это уже на любителя. На одну большую грудинку хватит 2 зубчиков чеснока. Чеснок мы поместим также курице. Дальше мы добавляем мед. Мед подходит любой. Лучше, конечно, мед свежий, который не засахарился. Мед даст куриной корочке чуть-чуть карамелизированную структуру. Меда много не надо. Главное, чтобы каждый кусочек курицы обволок. Хорошо вымешали. Мы добавим соль. Черного перца. И также еще перемешаем. Отставляем чуть курицу, чтобы она подмариновалась. Дальше перейдем к нарезке болгарского перца и шампиньонов. Нарезаем аккуратно, зачистим. Болгарский перец даст этому салату сочность, свой особенно неповторимый вкус. Это можно назвать горячий салат, потому что практически все продукты будут проходить термическую обработку. Аккуратно вот так вот равные части нарезаем. И также для цвета используем зеленый болгарский перец. Также мы его зачищаем. Такие салаты часто можно увидеть в странах азиатской кухни. Особенно такие маринады используют Китай, но они добавляют еще разные пряности, я бы сказал, дополнительные. И имбирь, это и сычуанский перец. Дальше нам понадобятся шампиньоны, мы тоже их красиво слайсами порежем. Они тоже у нас будут обжариваться, из-за этого мы не тонкими, а толстыми слайсами будем нарезать. Дальше мы возьмем такую полусферу, выложим наши шампиньоны. Мы знаем, что это интересный гриб, имеет свой неповторимый вкус, но у него есть одна особенность. Этот гриб, в принципе, как и все остальные грибы, впитывает в себе все те вкусы, которые готовятся непосредственно рядом или с этим грибом. То есть он как губка впитывает бульоны, соки, запахи. Из-за этого мы чуть приправим его черным перцем, добавим масло
И добавим немножко соли. Чтобы грибы не были пресными, хорошенько вымешаем их. По грибу поймете, если он впитал немножко, можно добавить еще чуть-чуть. Все, отлично. Грибы у нас тоже готовы. Теперь мы будем все это поочередно обжаривать. Для этого нам понадобится сковорода. Ставим ее на плиту, нагреваем, добавляем растительного масла. Масло нагрелось, можно потихоньку выкладывать перец. Перцы мы обжарим со всех сторон до румяной корочки. Перец как раз станет мягким. Для обжарки перца нам понадобится 2-3 минуты, по 1,5, по 1 минуте с каждой стороны на хорошо разогретой сковороде. Перцы обжарились. Они очень вкусно пахнут. При желании эту корочку можно будет зачистить. Дальше мы обжарим наши шампиньоны. Шампиньоны мы обжариваем чуть-чуть быстрее. На раскаленном масле их можно обжарить 2-3 минуты и снимать. Шампиньоны обжарились, аккуратненько снимем. Масло нам лишнее не надо, наоборот, нам надо, чтобы масло хорошенько стекло. И вот только сейчас мы начинаем обжаривать курочку. Она как раз хорошенько промариновалась. И вот в этом масле остались вкусы перца, шампиньонов. И вы представляете, да, на вот таком заряженном масле, на вот таком вкусном пряном масле мы сейчас будем обжаривать курицу. Выкладываем на сковородку. И также обжариваем по 1,5-2 минутки с каждой стороны. Обжарили нашу курицу, отключаем плиту и рядом выложим филе. Оно очень вкусно пахнет, запах чеснока, мед дал такую красивую карамельную корочку. Наш салат получится очень изысканным. Вот так это все красиво уже выглядит. Сейчас мы приступим к оформлению салата. Понадобится сервировочная тарелочка. Первым этапом мы выкладываем так красиво шампиньоны, можно сказать, на дно тарелки. Выкладываем по кругу. Если у вас есть кольцо формировочное, можно через кольцо, а можно так вот визуально делаем круг и выкладываем шампиньоны. Следующим этапом мы выкладываем куриное филе. Оно у нас еще, можно сказать, горячее. Красиво подрежем. Сочное филе придаст изысканность этому блюду. Вот оно, еще раз повторюсь, невероятно вкусно пахнет. Затем выкладываем перец. Можно порезать на более меньшие кусочки, чтобы было удобно есть. Также возьмем белого перца. И так, этап за этапом формируем мы красиво горку. Сначала шампиньоны,
затем курица, после болгарский перец. Поверх выложили еще кусочек филе. Так порционно он выглядит. Украсили наш салат веточкой базилика. Наш салат готов. А пока наши ребрышки доходят, мы приготовим наш чай из крымской розы. Но он будет состоять не только из чайной розы, но и будет состоять из крымских трав. Сюда входит липа, лаванда, ромашка. Это будет очень ароматный, вкусный, тонизирующий чай. Для этого нам понадобится наша кастрюлька. В ней мы вскипятим воду, наливаем литр воды, ставим на плиту, доводим до кипения. В графин добавим чайную розу и добавим смесь крымских трав. Пока вода закипает, можно немножко рассказать о крымских травах. Крым очень богат степными районами, горными. Многие туристы приезжают специально сюда и покупают нашу лаванду, нашу ромашку. Эти травы очень полезны, как отдельные сорта, как и сборы. И несмотря на то, что Крым богат этими травами, это грех и кощунство не употреблять их, потому что наша земля богата чудными растениями, которые в себя вбирают много витаминов и которые готовы поделиться ими. Нам всего лишь надо пойти на рынок сегодня и уже купить готовую траву или травяной сбор. Но все-таки я вам советую выйти на природу, собрать самому, если вы немножко в этом разбираетесь. И я думаю, это будет очень великолепно. Вода закипела, снимаем аккуратненько с плиты и заливаем наш сбор кипятком. Вы можете посмотреть, как она там играет. Это фантастика. Представляете, сколько там вкусов, сколько там настроений. Чай настоится. Ребрышки готовы. Достаем их из плиты. Они подрумянились. Выкладываем их в нашу сервировочную тарелочку. Я вам даже не могу передать, как это все вкусно пахнет. И лучок у нас потушился. Добавим вот этот тушеный лучок сверху. Ребрышки вот так красиво у нас лежат в тарелочке. Дальше возьмем наш гранат, аккуратненько отделим на отдельные сегменты и красиво присыпем блюдо гранатом. Гранат добавит свои нотки. Наши бараньи ребрышки готовы. И сейчас я еще раз напомню, из каких ингредиентов я это все готовил. Бараньи ребрышки чалагач. Нарезал баранину на порционные кусочки. Посолил и поперчил мясо. Добавил подсолнечное масло. Перемешал и убрал в сторону. Нарезал мелко лук и добавил к мясу. Разделил аккуратно гранат. Смазал маслом противень. Выложил ребра на противень. Лук присыпал по краю противня. Блюдо отправил в духовку на 180 градусов на 50 минут. После термической обработки дополнил блюдо зернами граната. Чалагач из бараньих ребрышек готов. Салат с курицей в медовом соусе. Нарезал равномерными пластами куриное филе. Натер чеснок и добавил к филе. Дополнил все медом. Аккуратно перемешал. Добавил соль и черный молотый перец. Оставил курицу мариноваться. Болгарский перец нарезал дольками на равные части. Нарезал слайсами шампиньоны. В миску добавил шампиньоны и добавил специи, соль и масло. Все тщательно перемешал. Обжарил отдельно перец, шампиньоны и куриное филе. На дно тарелки выложил готовые шампиньоны. Затем уложил куриное филе, а после болгарский перец. Такую очередность проделал дважды. Украсил веточкой базилика. Салат в медовом соусе готов. Чай с розами. Довел воду до кипения, добавил травяной сбор и лепестки роз, залил кипятком, дал настояться. Наш чай готов.
Спасибо, дорогие друзья, что вы сегодня были со мной. Откройте для себя вкус крымско-татарской кухни, и ваши блюда будут только усовершенствоваться. С вами был Эльдар Шарипов. Приятного аппетита. Аш Татлы Олсун.